мир находится в состоянии... какого-то коматоза вообще. Да. Вот. Я не знаю, как вы это переживаете. Мы это переживаем тем, что все планы, которые сценически у нас были под большим вопросом, что-то куда-то отменилось, что-то куда-то перенеслось. Творческая инициатива, она никуда не девается. Мы на самом деле планировали концерт, у нас должен был быть концерт в Москве 25 апреля, но в связи со всеми событиями мы решили его перенести, но в домашних условиях. И не на апрель, а на март. Давайте мы проверим связь. Вы нас слышите вообще? Помашите или плюсик поставьте, мы посмотрим. Нас слышно вообще хорошо? Все, кто говорил, это тебе не зеркало, это тебе не зеркало. Не, ну те, кто говорил, где ваши кудри? Вот мои кудри, все в порядке. У него тоже кудри. Так, прием. Всем все слышно? Скажите да. Ну, слышно вам нас? Или нет? Плюсик, отлично. Прием. Ну, все, хорошо, поехали.
из мюзикла «Алтын Казан», который, в принципе, нас и подружил, соединил. Мы уже не раз рассказывали, что в 2011 году дипломная работа на выпуске Эльмира в консерватории была рок-опера «Алтын Казан». И я, конечно, там исполняла немножко другую роль. Арюся Харбана. Вот эта песня, которую только что мы сейчас спели, она написалась чуть ли не одной из самых первых в этом мюзикле. И, если честно, я до этого особо даже песен не писал. Я даже не знал, что я умею это делать. Что вот, там сам жанр, то есть предполагал, что там должно быть много песен. Я решил, думаю, наверное, надо попробовать. И как-то само пошло. Оказалось, что вот такая песня родилась. И вообще после этого вообще песенный жанр стал для меня очень близким, очень любимым. И я периодически к нему возвращаюсь и обращаюсь. Песня нам строить и жить помогает. Да. Так сказал Пасик. Кстати, я думаю, что мы можем уже, наверное, тоже проанонсировать. У нас на самом деле что-то столько новостей. Мы вот буквально полчаса назад были в оперном театре, и у нас там проходило собрание. У нас большое событие. В этом году, в конце этого года, будет премьера этого спектакля уже в оперном театре, полномасштабная постановка, так что в декабре месяце ждите. Я надеюсь, что все будет хорошо. И это все сделано. Мы как раз сейчас упорно работаем над тем, чтобы это поставить на большой сцене театра. Так что мы вас ждем. Это декабрь 2020 года. Оперный театр, город Казань. Привет, Алтын Казан! А сейчас будет песня, которая написана уже другому спектаклю и в другом театре, который, к сожалению, как и почти все ведущие театры нашей страны, вынуждены сделать тайм-аут, но мы все равно споем эту песню. Пусть даже спектакль сейчас не идет в данный момент, хотя он очень, очень любим зрителям, да. Который называется «Көтәм сені» спектакль, и песня так и тоже называется «Көтәм сені». История создания этой песни, понятно, что я писал ее к спектаклю. Я помню, что когда мы работали над спектаклем, я сам предложил режиссеру, режиссер Ильки Зайниф, что было бы здорово, если бы в спектакле была песня. Этот спектакль не музыкальный, это достаточно такая интересная мелодрама, драма, я даже сказал. И он говорит, давай сделаем песню. И родилась такая песня, и мы долго думали, как ее использовать. И сама тема стала лейтмотивом самого спектакля, она звучит там много раз. И в финале, когда главный герой уже заканчивает финальную сцену, начинает звучать эта песня, и мурашки бегут у всех зрителей. Так что, когда кончится карантин, обязательно все бегом в Камаловский театр, спектакль «Көтәм сені». А пока песня «Көтәм сені».
просто. Она никогда не знала слов, она всегда только все по шлагбауму поет, на самом деле. Ну, это певцы так живут. Нет, я не такая. А что сегодня со мной? Что это такое? Это волнение? Карантин, Это своего мозга. карантин у моего мозга, да, у моих нейронных связей. Да. Сколько там вообще нас кто-нибудь смотрит? Мы тут с тобой стараемся. Ну, я думаю, что смотрят, тут к нам присоединяются. Да, говорят, ребят, давайте поднимайте наше настроение, пишут. Алина, да, слышно очень хорошо, пишут, здравствуйте. Эльмира, привет вам большой из Питера, спасибо, Питер вам тоже большой привет. Я думаю, что мы можем сейчас еще парочку песен спеть и самое главное, премьера. В финале нашего небольшого выступления будет премьера. Надо чуть-чуть попозже. Алина пишет, это обычно моя фишка, слова забывать. Вот, я с тобой сегодня пообщалась, это ты во всем виновата. Вирус твой из забывчивых слов перенесся и ко мне. Так, что у нас там, кто там у нас еще? Сердечки, маме кто-то. Присоединяется, я тут своей большой головой закрыла. Маэстро. Огонь пишут. А что мы дальше? Красиво поете, пишут, спасибо. Я угадаю эту мелодию. Позорище.
Да. А когда, кстати, была написана эта песня? Эта песня была написана в час ночи. Так. Честно говоря, сейчас год, месяц не вспомню, но я помню, что это был какой-то вечер. Я ходил, и у меня было такое состояние, вот у композиторов бывает такое состояние, мне кажется, бывает, наверное, вообще у всех творческих людей. Так, какое? Когда вот такое ощущение, что ты сейчас лопнешь, что у тебя сейчас вот что-то должно родиться, что-то должно появиться. Вот я сел за фортепиано и понимал, что думаю, вот что-то вот прям вот мне сейчас хочется сочинить. Настолько меня что-то переполняло. Я думаю, мне нужны слова. Ну, потому что я понимал, что должна быть песня. Мне нужны слова. Так. Мне кто-то где-то какие-то слова давал. Я вспомнил, что у меня лежал текст Ренат Хариса, который он мне так дал, вот просто, может, когда-нибудь что-нибудь. Я думаю, так, подойдет, нормально. Да. Я их достал, а время уже было за полночь. Я думаю, боже ж ты мой, думаю, что делать-то? Ну вот у меня был вот этот мой инструмент. А ты в наушниках сидел? Да, я сидел в наушниках, я подключил сюда наушники, и вот именно вот за этим инструментом, а вообще вы видите мой инструмент сейчас наконец-то, за которым почти все и написано, собственно говоря. Все рождается здесь, да. На удачу. И я вот в час ночи все это намурлыкал сам себе, наиграл, записал, нотками записал. Утром думаю, встал и думаю, херня. Так часто бывает, потому что ты с вечера сидишь, работаешь. Думаешь, ты гениальный. Думаю, что это шедевр, а утром просыпаешь, думаю, что? Вообще, что происходит? А эта песня, я посмотрел, думаю, надо же, думаю, что-то, думаю, в этом есть. Что-то в этом есть. Я ее дошлифовал на следующий день. И, собственно говоря, вот эта песня родилась. А все родилось вот с этого вступления прямо. Почему-то я решил, что вот да, думаю, хорошо, а что дальше? Дальше можно повторить. И потом постепенно родилась уже как-то вот сама пошла мелодия. Так интересно. Я не знала об этом. Но, кстати, эта песня первая, которую взяли на радио. Да, Татар радио все первые взяли большой вклад. И, кстати, мы были номинированы на премию ТНТ именно с этой песней. Вот как было. Так что она такая особенная. Что? Вы там не скучаете? Вам вообще нравится то, что мы делаем? Который час. Так. Ой, как квартирник, душевный, по-домашнему. Да. Танечка, Леп, привет. Ой, Гульнур! Наша красавица из Германии. Большой привет Магнусу. Да. Такой дождливый день. Вы для всех сделали праздник. Спасибо. Спасибо вам, что вы подключаетесь. Обязательно мы сохраним эфир. Дело спорится, когда за дело берутся два мастера. Да. Спасибо, Олечка. Тебе большой привет от нас. Германия, лето 2019. Лето было, конечно. Мы до сих пор его вспоминаем и не верим, что это с нами было. Сейчас особенно не верим. Сейчас особенно не верим. İsyan Састанлыбас. Бигзур рахмет сизге. Привет вам из Тольятти. Тольятти, привет. Менсинахайда Эйзенсарада мы уже спели. Удивительным образом бывает действительно, когда ты знаешь все от и до, и вдруг у тебя белый лист. А у тебя бывает такое, что ты садишься за рояль? И белый лист. И белый лист. Бывает периодически. Ну ладно, я не одна. У всех это бывает. А что мы? Я думаю, что перед премьерой нашей песни просто обязаны спеть татарскую песню. Адриан. Это особенная песня для нас. С Алисой, да? Музыка Саиса Кардашова. Споем нашу классику. Guru
песню специально выучили специально для германских, немецких гастролей Баварии, да? Да, в прошлом году мы в Брауншвейге. Да, в Брауншвейге пели, в Лейпциге пели. Да. Очень скучаем. Очень. По тем временам. Да, это, конечно, была волшебная поездка, 10 дней. Как вся жизнь. Да, потом я еще 10 месяцев худела. И не похудела. Я похудела. Но снова потом поправилась, потом снова похудела. И снова поправилась. Все. Ну, мы после эфира поговорим. Так. Да, их бы читать, что там нам пишут. Может, вы нам позадаете какие-то вопросики? А что с нами все понятно, что задавать-то? Делать музыкантам нечего, песни поют. Все остальное. Какие же классные. Ой, спасибо. Ну, тут нам... Олакыз булгансың инде. Булгансың. Мне вот пишут, она замужем? Она это кто? Вы с кем? Со мной? Я замужем, я например. Сижу на карантине, слушаю вас. Слушайте нас. Почему такой свет странный? Может так? Спасибо. Вот ты красивая, а я тут, видишь, какая-то странная. Ну, у всех свои недостатки. Нравится, мама пишет. Блин, не успел. Что не успел? Все успеваете, все нормально. Так, очень нравится такие классные. Жу, привет, Жу, мама Жу. Щеверкей. Самара, привет. Самара, привет. Да, Мурашек пишет, спасибо большое. На работе сижу в наушниках, и это как же красиво. Эферин, спасибо. Меня спрашивают, это ваш муж? Нет, это не мой муж. Так, ну, на самом деле, одна из причин нашего выхода в прямой эфир — это премьера песни. Да, мы чуть-чуть вам расскажем. Они... Не падай. Мы готовим премьеру. Да. Очень особенная песня для нас. Дело в том, что эта песня попала в другую премьеру, которая состоится тоже этой весной. Я думаю, что в апреле уже точно она будет. Это Зулейха открывает глаза. Сериал. 8-серийный фильм. Зулейха открывает глаза. И в этот фильм наша песня попала. Она была специально написана для этого фильма. И ее еще никто не слышал. Вы скоро услышите студийную версию на всех площадках, где только можно. А пока в виде эксклюзива, в виде такого подарка. Подарка, да. Ну, правда, этого еще никто не слышал, кроме наших близких и тех, кто работает на студии. Поэтому сейчас вообще супер эксклюзив. Песня называется «Эмет Йылдызы», «Звезда надежды». Да, название особенно символично. Давайте не будем терять «Когда надежду», несмотря ни на что. Слова Рената Хариса, музыка моя, исполняет голос мой. Эльмира Калимуллина. Можно я все-таки здесь слова подгляжу? У меня есть. Она еще не выучила эту песню. Настолько она новая, что она еще не выучила песню эту. Ну, конечно, это будет очень красиво. Подожди, ты... Может быть, это нам с тобой так кажется. Спасибо большое. Итак, премьера песни «Эмет Йылдызы», «Звезда надежды».
верит нас и вас. Совсем скоро выйдет студийная версия, и вы сможете ее уже слушать и наслаждаться уже, да. Это, конечно, акустическая версия. У нас здесь, у нас нету. А вообще, можем чуть-чуть рассказать, как мы это записывали? Что мы туда... Там будет много разных интересных моментов. Я бы не хотел пока еще всего рассказывать, пусть люди сами это все услышат. Мистер Интрига 2020. Ну что, вам понравилось? Да, пишет невероятно. Так. Музыка очень красивая. Биг Матурджер. Какая песня. Биг Зурахмед. Вообще, я думаю, что мы можем сейчас уже... О, круто, невероятная песня. Хочется переслушивать. Спасибо большое. Мы вообще очень рады. Мы вообще рады, что вы присоединились к нашему эфиру, к нашему небольшому концерту. Если вам понравилось, ставьте лайки, свайпайте. Нет, на самом деле просто мы будем стараться сейчас как-то выкраивать время и, не знаю, когда-нибудь раз в квартал давать такие прямые эфиры, песни. Я надеюсь, что раз в квартал мы будем уже давать живые концерты и будем встречаться там. Вот. Но и здесь давайте тоже встречаться. Да, спасибо вам большое. Мы сохраним эфир.